Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня я с вами погадаю на новой колоде Таро в конце радуги на замечательную тему, как относится к вам загаданный человек и какова с ним перспектива в будущем отношений. Мы посмотрим, какие цели преследует этот человек относительно вас. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Так, сейчас блокнотик зафиксирую немножко. Итак, коробочку убрали. Такая колода, очень красивая. Прям понравилась. На высшем уровне, я бы сказала. Такая яркая прям. Пишите, какое у вас мнение будет после расклада об этой колоде. Такая рубашечка у нее. Мне вообще прям по душе пришлась, правда. Давно ее хотела приобрести, но колод в мире много. И пока до какой-то дойдет очередь, проходит время, конечно. Есть те, которые в большем приоритете были. В итоге дошли и до этой колоды. Итак, гадаем мы на любовные отношения, на отношение человека к вам, что он думает, что чувствует, что показывает, как на самом деле относится. В общем, расклад на 7 вопросов. Первая карта будет показывать, что он думает о вас в данный момент жизни, что он думает о вас. Вот в тот момент, когда вы открыли это видео, да, что этот человек о вас думает в момент, когда вы открыли это видео. Первая позиция — голубой котик. Вторая позиция — розовый котик. Третья позиция — черный котик. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, у нас расклад на любовные отношения, голубой котик. И первая карта, что человек думает о вас сегодня, загаданный человек. Так, мы здесь видим карту императрица. Это хорошая карта. Она, конечно, показывает, что человек считает вас довольно надежным человеком, домашним, спокойным и рассудительным. И также знает, что вы чего-то ждете от этого человека. Вот прям чувствует, что вы ожидаете от него действий, например, каких-то проявлений инициативы. Это для вас, важно. Вообще карта показывает именно, что человек по-серьезному как-то, так смотрит на вас и видит, что вы-то человек для серьезных отношений. Не хотите размениваться на ерунду, да, в жизни. И уважает вас, да. То есть думает только хорошее. На самом деле, вот прям мысли такие, что вы очень хороший человек, что вы, если вы женщина, да, особенно, то приятная женщина, умная и очень такая, заботливая, как мать, может быть. То есть тут прям хорошее мнение сложилось. Что этот человек вам чувствует? Давайте посмотрим. Ух ты, карта почему-то перевернулась. 7 жезлов, да, эта карта показывает, что в чем-то между вами идет момент противостояния. Возможно, есть с вашей стороны люди, которые обвиняют в чем-то сейчас этого человека. И, может быть, вы тоже обвиняете. Ему это не очень приятно или не очень нравится, да? Так, что он чувствует к вам? Давайте посмотрим, что же он чувствует. В данный момент 4 мечей, карта остановки, да, такой паузы. То есть человек понимает, нужно как-то воскрешать отношения. Сейчас есть внутри
какой-то ступор по поводу вас. Не то, что не знает, что он чувствует, а скорее была какая-то обида, и он после этой обиды отходит, но вот уже как не то, что даже простил, а вот просто начинает эту обиду в себе прорабатывать, да, и успокаиваться от обиды начинает, вот так. То есть начинает чувствовать себя более спокойно в данный момент, но до этого было плохо этому человеку. То есть сейчас еще так ничего, да, а вот было плохо. Еще, может быть, даже совсем недавно было плохо. Что-то связанное с вами, чем-то вы его как обидели, скорее всего. Но мнение он о вас хорошего, да? Но и все равно чем-то как будто как зацепили вы его. И видите, как отпирался даже. Какое отношение человек к вам показывает внешне. Ну, такое, как рыцарь жезлов, да? Я бы сказала, чуть-чуть такое агрессивненькое отношение показывает. Или повышенный, может быть, интерес, но как будто не совсем выглядит серьезно. Или человек сам выглядит не очень серьезным, безответственным. Может выказывать ревность, агрессию, нападки, может выказывать сексуальное притяжение, но при этом вы не... Как будто бы он так смотрится, что ему не хочется доверять. Вот так. Как будто бы вы ему не хотели бы доверять, как вот он выглядит в отношении вас. Вот как-то он, может быть, как и агрессивно, да, но и безответственно, вот одновременно, понимаете? А как на самом деле внутри этот человек относится? То есть одно дело, что он показывает, другое дело, как относится на колесо. Ну, считает у вас какие-то отношения по судьбе. Внутри он относится именно так, что люди могут даже друг другу делать что-то не очень хорошее, да, или сталкиваться характерами, но вот так судьба складывается, что их все время притягивает назад друг к другу, что их все равно друг к другу тянет, вот несмотря ни на что. Вот он считает, что отношения именно даны самой судьбой. Какие цели преследует этот человек относительно вас? Цели его. Король жезлов. Вы знаете, жезлов многовато. Это значит, что он хотел бы вами управлять, распоряжаться, вот как будто бы он ваш покровитель или, даже вот человек, который там вплоть до того, что содержит, вот главнее в семье, главнее в жизни. Цель именно такая, что вы бы поставили его выше себя. И чтобы он полностью давал правила бы этим отношениям. Не хотел бы он видеть вас таким самостоятельным человеком. А вот если вы на женщину гадаете, она ждет от вас вот как будто проявления вот какой-то брутальности, чтобы вы управляли, чтобы вы проявляли инициативу, чтобы содержали. Вот это ее цель относительно вас, что она бы хотела вас таким видеть. А вот если вы наоборот женщина, да, гадаете на мужчину, он бы хотел, чтобы вы ему подчинялись, чтобы он мог вас проконтролировать, чтобы в то же время и он был кормильцем, да, спонсором. Я хочу быть спонсором. Но это ему прям мечтает. Может, у него денег таких нет, конечно, но он мечтает быть таким спонсором, королем. Как он себя проявит в отношении вас в ближайшие 2-3 месяца? Как себя проявит карта «Мир»? Будет стараться помириться с вами, улучшить отношения, может серьезные отношения предлагать. Если вы уже в серьезных отношениях, будет всячески их налаживать и хранить, да, сохранять. Вообще постарается как-то вывести отношения, может быть, на тот уровень, что в них все гармонично, как-то спокойно, что вы можете ему доверять. Потому что пока что о доверии, конечно, здесь речи, наверное, не идет. Наоборот, карты показывают, что вы не доверяете этому человеку.
И какова перспектива отношений с этим человеком в будущем? Давайте посмотрим. Ну, здесь рыцарь мечей, конфликты могут быть. Вот он впереди планеты всей скачет, вот он весь такой, понимаете, резкий, неожиданный. Может от него быть какая-то нестандартная реакция на любое ваше слово. И выпады, да, какие-то необычные такие. И вы опять не знаете, что с этим делать. И, мол, вижу я тебя насквозь, он опять может вот такую волынку. Я тебя вижу насквозь, я знаю твои намерения, ай-яй-яй. Рыцари, они и есть рыцари. Не совсем-то они созданы для серьезных отношений. И перспектива здесь сталкиваться все время характерами с этим человеком. А вот хотел бы он именно и проявит, да, что наоборот помириться, улучшить отношения, быть вместе. Но, как говорится, коса все равно находит на камень, да. Вы будете сталкиваться именно характерами друг с другом на основе того, что он, вот понимаете, вот он хочет лидером быть и хочет, чтобы вы-то ему подчинялись, видели в нем, да. Но он что-то не соответствует. Вот, допустим, я бы, вот как женщина, да, вот явись ты передо мной такой весь спонсор. Вот, типа, вот ты такой весь, хочешь чему-то там приказывать, что-то делать такое, как будто ты такой лидер, так ну давай деньги-то, содержи, если ты такой герой. Я могу не работать, там, да, вот это все. То есть, понимаете, ты должен вроде как этому полностью соответствовать. А если ты не соответствуешь, так вот оно и скандал-то и получается в будущем. Вот, да ты какая меркантильная, да вижу тебя насквозь. Так ты же сам этого хотел. Ты хотел, чтобы я был, вот ты был в семье лидером, да? Я весь я. И почитайте меня, любите меня, я вас тут весь контролирую, там, да, играйте по моим правилам. Ну, давай тогда и веди себя как настоящий мужчина. А нет этого, понимаете? И вот они, скандалы-то оттуда и вылазят. Ну, тут, знаете как, давайте совет можно посмотреть. А как же себя с таким вести, этим, да, человеком, что он хочет и рыбку съесть, и все это. Видите, паж жезлов. А с таким надо, вот знаете, как это, ну, флиртовать надо, заинтересованно на него смотреть. Вот он бы, может, для вас бы все сделал, то, что на самом-то деле. Вот он бы все это и сделал, да, но будь вы, определенную роль бы вы играли бы. А какая она должна быть? Вы должна быть веселая, красивая, все время улыбаться, да, ни о чем не жаловаться, но знать себе тоже цену-то. То есть там как-то вот с таким подходом: милая, купи мне вот это, или милая, вот давай вот это нужно сделать. То есть есть вот такие женщины, вот немножко лисы. Для них мужчины действительно все делают. Но тогда себя надо как-то вот чуть-чуть менять, что вот быть заинтересованной в этом. Если вы мужчина, так сделайте вы уже все вот это, то, что она же будет вас пилить. Если вы хотите быть героем, она-то, видите, вас видит партнера, который за все отвечает. Если вы хотите, чтобы она играла по вашим правилам, и вы были лидером в отношениях, ну так тогда и сделайте все это. Так возьмите вот и сделайте, заработайте. Для женщины что надо? Чтобы ее семья ни в чем не нуждалась, а муж ее не бил при этом, любил. Ну и все. А больше-то ведь ничего не надо. Все просто. Все просто. Если мужчине тут нужен совет, ну сделай ты это все. Будь там лидером, будь инициатором. Устраивай ей свидание, покупай, что надо. Да. Зови жить с собой там, если еще не живете, все. Ну, вот такая первая позиция. Сейчас женщины несут мужскую функцию в большинстве своем. Конечно, им это не нравится. Никому бы не понравилось. Вторая позиция. Розовый кот. И первая карта. Что он думает, этот человек, о вас? 9 кубков. Ну, вы для него источник наслаждения. То есть он вот смотрит на вас
как гоблин видит перед собой деньги, кубки, золото, восхищается, да? Так вот этот человек смотрит на вас и видит только, что с вами можно провести время, удовольствие получить, что вот с вами можно там посидеть, чтобы за руку вас держать, там, или что смотреть на вас, вы эстетичны. Он получает, этот человек, это удовольствие, когда видит вас, смотрит на вас, думает о вас, смотрит ваши, там, не знаю, фотографии. Восхищение. Вот мысли у него все время, что вы восхитительны. И даже если вы мужчина, гадаете на женщину, она все время вот какая-то ассоциация вот вас как мужчины у нее с удовольствием. С такой вот именно очарованностью, радостью. Завороженно это смотрит, завороженный человек. Хорошо. Что этот человек к вам чувствует? 5 жезлов. Борьба идет. Мол, приятный ты человек, да? Вот и восхищаюсь я тобой. Что-то ты почему не выполняешь то, что я чем тобой тут восхищаюсь? Почему ты это удовольствие мне тогда не предоставляешь? Вот понимаете, как борьба идет. Вы, скорее всего, чего-то от этого человека хотите, требуете, или у вас есть определенный там, ряд условий, чтобы он эту радость получил. А он как-то вот радость хочет, а условия выполнить или не может. Или считает, что это слишком большие, может быть, условия. И, соответственно, начинается какая-то как ссора, конфликт. И вообще у него чувство к вам постоянного противостояния, конфликта. То есть, может быть, вы часто ревнуете друг друга, психуете друг на друга. Слово за слово и опять разодрались. Вот что-то такое. Но смотрит прям с восхищением. То есть, вот это прям для меня ты просто центр удовольствия. Какое отношение этот человек к вам показывает внешнее? Именно внешнее. Туз кубков. Достану я для тебя с неба звезду, для тебя все сделаю, да я тебя там люблю, обожаю, беру за хвост и провожаю. Да? Вот прям вот готов на все этот человек. Он или она, неважно, готов на все. И мужчины, если смотрите, переворачивайте. Как бы предлагаю я тебе что-то, да, предлагаю, туз кубков, свою любовь, свои эмоции. Много эмоций разных может показывать. То смех, то слезы, даже так может быть. Вот. Но сам факт, что очень эмоциональный, показывает, да. А какое отношение этот человек, на самом деле, как он относится, да, какое у него отношение внутри? То, что показывает туз кубков, большую любовь. А что же внутри-то? 3 жезлов. Он еще и планы на будущее строит. Вот несмотря на то, что есть момент такой борьбы, да, или какой-то непохожести друг на друга, как красавица и чудовище. Но, с другой стороны, этот человек прям вас обожать пытается и строит на будущее планы, как вы будете там вместе жить или вместе уедете куда-нибудь. Увезу я тебя, увезу, да. Вот, поэтому здесь и внутри, и снаружи. Внутри как-то, вы знаете, отношение такое, что меньше, конечно, этих вот всплесков. Больше всплески демонстрирует эмоции, а внутри он строит планы уже так более прагматично. Вот мы с тобой вот это сделаем, и вот это сделаем, и вот туда пойдем, и поедем, и вот так будем жить. Что-то такое. Какие цели он преследует относительно вас? 7 пентаклей. Но я все равно тебя воспитаю, я тебя дождусь. Я все равно буду вкладывать силы в эти отношения, и будет результат. То есть цели вот такие именно. Дождаться результата. Готов на большее, чем может даже показаться. Вот так. Потому что готов силы вкладывать, не отступать. Обычно люди отступают, да, от больших каких-то целей недостижимых. Этот нет, этот до конца будет идти. Вот даже если я устану, я все равно дождусь. Прям вот вцепился этот человек, вас вцепился однозначно.
Как этот человек себя проявит в течение 2-3 месяцев? Давайте посмотрим. Ну, император, как император. Даже если это женщина, она будет ждать от вас, что вы императором станете, ответственность возьмете. Но если это мужчина, он будет главным, стараться быть главным. Может в ближайшие 2-3 месяца предложить очень серьезные отношения. Ну или там быть щедрым, проявить ответственность, заботиться. Сказать, вот это мой трон, а за вас я тут отвечаю, да, и все. То есть хозяин жизни такой прям серьезный человек. Так, ну, перспектива отношений с этим человеком на будущее какая? 2 кубков, ну, большая любовь. Ну, так вот он, видите, несмотря на то, что у вас есть какие-то небольшие конфликтики, возможно, или противостояния, этот человек готов быть в этих отношениях, ни за что их не бросать, значит, влюблен. И вы знаете, еще такой момент. Ну, бывает, что человек решил быть в каких-то отношениях. Вот решил и все. Типа, время пришло, да, мой час настал. Я решил быть в отношениях. И все, и вот его ни с чем он же не сбить. Он уже этот курс взял. И так просто этого человека не собьешь, потому что кто бы ни пытался его затащить до этого отношения, это невозможно было. А тут он вдруг понял, что вы очень даже созданы друг для друга. И даже если вы думаете, что это не так, ну вот он-то ведь решил, что это так, вот он отступать и не собирается, и, скорее всего, это так и будет, что вы вместе, да, закончится там браком, свадьбой. Поэтому, ну, тут перспектива большая, конечно, большая. Решил человек, ну, что вы тут сделаете? Вот решил. Когда решил, да ну же все, даже гадать не надо. Так, черный кот, 3-я позиция. Гадаем на отношения. И первая карта, что он думает о вас. 6 кубков. Ну, очень так романтично думает. Именно с нежностью, с заботой. Вы как будто ему напоминаете кого-то из прошлого или из прошлых жизней, или он давно, правда, вас знает. И, ну, этот человек. И, ну, знаете, мысли самые хорошие, самые светлые. Мнение о вас только хорошее. И, соответственно, этот человек восхищается, знает, что вы как бы так друг друга достойны, в чем-то похожи. Ну, такое, люди одинакового уровня примерно, да, там социального, внешнего, еще какого, материального. Поэтому он как-то вот думает так, что да, вот вы должны быть вместе, несмотря ни на что. Что он чувствует, этот человек, к вам? 5 мечей. Ну, он чувствует состояние, знаете, как после какого-то конфликта. Или, может быть, такое, что на отношения кто-то нападает. Страх тогда может чувствовать. Страх и злость. Страх потерять, может быть, вот так. Или боится какого-нибудь осуждения в свою сторону. То есть знать, что вы очень похожи, что вы можете быть вместе, да, с одной стороны. И нужно обходить препятствия. А с другой стороны, как будто кто-то нападает, или вы поругались. Вот как чувствует, может быть, состояние такое, одновременно и победа, и поражение, что-то горькое. Давайте посмотрим, какое отношение человек вам показывает сейчас, именно показывает, что 10 мечей, ну что все как-то вот рухнуло, что ли. Или нужно подвести итоги, а там уже решать. Что-то кардинальное показывает. Может молчать по этой карте, может отвернуться, может уйти, а может сказать, нам нужно кардинально что-то менять. То есть тут какая-то не очень хорошая ситуация складывается, да? С одной стороны, вроде и чувства есть, а с другой стороны, что-то нехорошее произошло. Может быть, скандал какой-то, ссора. Или враги какие-то были для отношений.
Как на самом деле относится? Башня. Как разрушение идет. Знает, что это что-то в отношениях разрушается. И идет кризис, кризисный период, отчаяние, переживание, страх, боль. Вот так. Я считаю, что, наверное, если человек раз хорошего мнения о вас, да, он не вас обвиняет в том, что произошло, но что-то явно произошло. Что-то надломилось, да, рухнуло. Или ему кто-то наподдавал за то, что он на вас смотрит, например. Кто-то что-то сказал, сделал, враги появились. Вот как будто бы он и не вас в этом обвиняет. А может, сам что-то такое сделал не очень хорошее, да, и винит себя. Ну, карты очень такие жесткие. Какие цели этот человек преследует относительно вас? Звезда. Ну, надеется на улучшение, надеется, что еще можете быть вместе, что любые преграды преодолеете с помощью высшего Божьего провидения. Ему как бы так хочется, чтобы высшие силы помогли именно в этих отношениях, потому что, ну, раз что-то произошло такое, ему кажется, что вдруг это безвыходно, да, и тогда он молится, чтобы высшие силы помогли. Вообще карта звезды – это карта иногда расстояний, и тогда человек цель имеет преодолеть это расстояние. Как себя человек проявит в отношении вас в ближайшие 2-3 месяца? Жрица. Ну, жрица, знаете, говорит о том, что человек может молчать, думать, как ему поступить, слишком долго думать, длительно. Может вести себя пассивно, мало проявлять себя, потому что нужно решить, что-то решить, да, правильно. И раз произошла какая-то не очень хорошая ситуация, нужно время, чтобы принять правильное решение. Перспектива какая этих отношений? Рыцарь кубков. Ну, что эти отношения в будущем могут развиваться, просто сейчас нужно преодолеть кризис. И получается, человек этот в будущем будет действовать в вашу сторону, но нужно тогда очень приличное время ждать, потому что произошло что-то нехорошее, и нужно время, чтобы, может быть, это забылось. Но этот человек очень надеется на то, что между вами будет все лучше и лучше, да. Если вы чувствуете, что не ваша позиция, просто ее нужно сменить на другую, потому что здесь между людьми либо вспыхнул конфликт, либо вмешался кто-то в отношения, строил козни, были враги для отношений, они мстили, произошло что-то нехорошее, возможно, вы плохого мнения об этом человеке, он из-за этого в ужасном стрессе и так далее. Вот если между вами таких вещей не происходило, то это означает, что это другая позиция, что вы не свою позицию выбрали. И тогда нужно другую. Но если вы чувствуете, что между вами что-то было нехорошее, то здесь есть перспектива отношений, но нужно подождать. Но человек очень надеется, что отношения улучшатся. Ну вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.